Если наши друзья-мусульмане хотят отвергнуть хадисы, я не против. Но мы должны объяснить им, к чему это ведет. Если они собираются отвергнуть хадисы, им нужно отвергнуть все учения и практики, которые исходят из хадисов, а не из Корана. Я получаю множество комментариев от мусульман, которые отвергают хадисы. Не только слабые хадисы, все, что я цитирую из хадисов. Даже достоверные хадисы, подтвержденные мусульманскими учеными. Давайте рассмотрим пример. Вот недавний комментарий к моему видео о том, как Мухаммед советовал своим последователям пить верблюжью мочу. Нигде в Коране не говорится, что верблюжья моча лечит и так далее и тому подобное. Все это написано в хадисах. Мы, мусульмане, верим Корану, потому что это Слово Божье. А хадис был написан после смерти пророка Мухаммеда. Следовательно, все хадисы не могут быть правдой, потому что они написаны человеком. Обратите внимание, что он написал, что хадисы не могут быть правдивыми, потому что они написаны человеком. Итак, следуя этому рассуждению, если я напишу, что 2 плюс 2 равно 4, это будет неправдой, потому что это написано человеком. Странные правила придумывают мусульмане, когда отчаянно пытаются защитить Мухаммеда. Справедливости ради, в исламе есть серьезное меньшинство, которое отвергает хадисы как авторитет. Однажды я беседовала с одним из них на радио. Его зовут Хамза Абдул-Малик. Их позиция заключается в том, что Коран является словом Аллаха и содержит все, что вам нужно знать о том, как подчиниться Аллаху. Мухаммед с этой точки зрения был, по сути, просто почтальоном. Человеком, который передает сообщение. Если кто-то приносит вам письмо, вы не хвалите его и не превозносите почтальона за то, что он его доставил. Так почему же мусульмане так много внимания уделяют Мухаммеду? Таким образом, существует интеллектуальная позиция, которая отвергает хадисы как авторитет. Но большинство мусульман считают мусульман, придерживающихся этой позиции, еретиками. Почему их считают еретиками? Потому что другие мусульмане убеждены, что некоторые из самых фундаментальных учений и практик ислама основаны на хадисах, и что Коран по-настоящему невозможно понять без хадисов. Ортодоксальный ислам построен на двух основах — Коране и хадисах. Вот почему мне так интересно наблюдать за быстро растущим сообществом мусульман в разделе комментариев, которые отвергают хадисы. Но это новое поколение мусульман, отрицающих хадисы, не отвергает их, потому что они изучили хадисы, Коран и исламскую доктрину и пришли к выводу, что им следует отвергнуть хадисы. Они отвергают хадисы просто потому, что их смущает то, что мы находим в них. Давайте рассмотрим мой ответ, чтобы понять, в чем их проблема. Я начну с того, что укажу на очевидное несоответствие. Хадисы не могут быть правдой, потому что они написаны человеком. Ваш комментарий написан человеком, поэтому я полагаю, что он не может быть правдой. Отличная работа опровергнуть самого себя. Более того, Коран предписывает мусульманам подчиняться решению Мухаммеда. Коран 4.65. Решение Мухаммеда содержится в хадисах, а не в Коране. Таким образом, вы не можете подчиняться Корану, не подчиняясь Мухаммеду в хадисах. В Коране также говорится, что Мухаммед является образцом поведения для мусульман. Коран 33.21. Поведение Мухаммеда описано в хадисах, а не в Коране. Самые основные практики ислама основаны на хадисах, а не на Коране. Например, мусульмане обязаны читать шахаду, как первый столб ислама. Шахада содержится в хадисах, а не в Коране. Вторым столпом ислама является молитва 5 раз в день. Но в Коране сказано молиться только 3 раза в день. 5 ежедневных молитв содержатся в хадисах, а не в Коране. Все это ставит вас перед интересной дилеммой. С одной стороны, если вы отвергаете хадисы, вам придется отвергнуть самые основные практики ислама, и вы даже не сможете послушаться Корану. С другой стороны, если вы принимаете хадисы, вам придется принять учение Мухаммеда, которое вы явно находите отвратительным, например, употребление верблюжьей мочи. Дайте мне знать, что вы решите. Это лишь некоторые из проблем, которые возникают у мусульман, если они отвергают хадисы. Их гораздо больше. В Коране есть множество отрывков, которые не имеют смысла, без изучения исторического контекста в хадисах. Мы даже не знаем, как был составлен Коран, не обращаясь к внешним источникам. Но мой ответ привлекает внимание к проблеме, с которой сталкивается новое поколение мусульман, читающих только Коран. Старшее поколение мусульман, читавших только Коран, придерживалось определенной теологической позиции и принимало последствия отрицания хадисов. Новое поколение мусульман, читающих только Коран, заявляет, что они отвергают хадисы, хотя их убеждения и обычаи основаны на хадисах. Другими словами, они молятся 5 раз в день, не осознавая, что это написано
написано в хадисах. Они читают шахаду, не осознавая, что это происходит из хадисов. Образованные мусульмане, читающие только Коран, такие люди, как Хамза Абдул-Малик, не молятся 5 раз в день. Они не читают шахаду. Я спросил Хамзу, читает ли он шахаду. Он сказал, нет, это ширк. Это ширк, потому что он включает Мухаммеда в символ веры наряду с Аллахом. Таким образом, для мусульман, отвергающих хадисы, есть последствия. Если наши друзья-мусульмане хотят отвергнуть хадисы, я не против. Но мы должны объяснить им, к чему это ведет. Если они собираются отвергнуть хадисы, им нужно отвергнуть все учения и практики, которые исходят из хадисов, а не из Корана. И когда они это сделают, исчезнет большая часть ислама.